Прокуратура, как известно, и обладает и правом законодательной инициативы. Но на этом этапе сегодня, мы это обсуждали в Генеральной прокуратуре с начальниками управления, мы предлагаем подписать межведомственное соглашение Министерству по налогам и сборам с Генеральной прокуратурой, Министерству по налогам и сборам с Министерством внутренних дел, со службой государственной безопасности и с другими соответствующими органами. И я думаю, что тем самым мы сможем дать абсолютно верную правовую оценку в отношении тех физ и юрлиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Помимо этого, я хочу сказать, что материалы, которые будут направляться в правоохранительные органы, они никак не могут повлиять на какой-то ущерб. В рамках уже проверки это будет процессуальная проверка или это будет общенадзорная проверка в Генеральной прокуратуре. Мы в порядке надзора и в рамках проверки вполне можем обязать этих лиц, юридических лиц, производить уплату налогов. Единственная разница будет заключаться в том, что мы будем усматривать с точки зрения еще и уголовно-процессуального законодательства этих лиц, в отношении которых будут направляться материалы. У вас же такой возможности сегодня нет. Поэтому государство не несет никакого ущерба от того, что вы будете направлять эти материалы в соответствующие правоохранительные органы. Я считаю, что такую практику нужно вводить. Это должно произойти в ближайшее время. Для того, чтобы это произошло, с учетом, я еще раз повторяюсь, отсутствия соответствующей нормы, мы составим проект соглашения, от каждого ведомства включим представителей, которые будут, естественно, предлагать какие-то свои варианты, но соглашение должно быть. Мы так видим эту ситуацию. Я считаю, что это вполне объективно, вполне закономерно. Более того, здесь прозвучало, что необходимо увеличить размер ущерба, неуплаты. Просто я не услышал, что предлагается. У нас 30 тысяч и 150. Наверняка это мы будем обсуждать еще, да, во время наших встреч. Просто какая планка должна быть, но это мы тоже обсудим. Я понимаю, что и это затрудняет сегодня проводить вашу работу. Но у нас есть еще и другая проблема. У нас отсутствует налоговый кодекс. Это очень серьезная проблема, и очень часто мы, когда обсуждаем какие-то вопросы, мы почему-то наше законодательство нас отправляет к налоговому кодексу. И мы не можем в его отсутствии принимать какие-то правовые решения. Это сложная работа, это большая работа. Налоговый кодекс, он объемный. Действительно, мы это все понимаем. Но никто, кроме присутствующих здесь, кроме нас, эту работу провести не может. Само по себе ничего не произойдет. Поэтому предлагаю обсудить и этот вопрос тоже. Почему? Потому что отсутствие этого кодекса очень усложняет нам всем работу. Сегодня в Уголовном кодексе 192-195 статьи, да. Но они практически не работают. Я хотел бы задать вопрос следствию, но я уже для себя понял, поэтому этого делать не буду. Я, как понял, у нас нету приговоров, правильно? По неуплате налогов. У нас есть уголовные дела, у нас были материалы отказаны, у нас есть уголовные дела приостановлены, но нет дел, направленных в суд, и нет виновных лиц сегодня по приговору суда. Такую практику тоже надо вводить. А это произойдет только лишь после того, как мы с вами организуем вот эту работу, о которой я говорил. Вот это может привести к этому. Поэтому никто не должен думать, что не уплатив налоги, может остаться сегодня безнаказанным. Помимо административной ответственности, есть же еще и уголовная. А если мы так не будем подходить и так относиться, ну тогда результаты будут минимальные. Поэтому во избежание такой ситуации нужно проводить работу. Вот что я предлагаю. Я услышал, что проблем много, над ними просто нужно работать. Предлагаю совместно выполнить
поставленную задачу. Больше ничего.